Набирает обороты скандал с замалчиванием нападения на семью российских туристов в Абхазии. 13 марта в 16 часов дня в Гагре, в непосредственной близости к абхазо-российской границе, было совершено нападение на семейную пару из России, сообщили источники издания Ая-Шара. В кафе «Аморе», расположенное неподалеку с Гагрской районной милицией, произошел конфликт, который быстро перерос в драку и стрельбу. Причины произошедшего неизвестны. Зачинщиком драки и дальнейшего нападения на семейную пару россиян источники называют, внимание, главу администрации Гагарского района Юрия Хагуш. Однако утверждают, что стрелял не он, а его родственник по имени Нури. Случай, согласитесь, сам по себе дикий, хотя и нередкий, к сожалению, но дальше больше. Оказывается, истекающий кровью раненый в ногу россиянин длительное время лежал без помощи. В это время напавшие разбирались с его женой. Позже раненого мужчину все-таки увезли в больницу, где ему была оказана экстренная помощь. Ая-Шара запросила информацию в Минздраве и МВД Абхазии. Пару дней после этого не было никаких сведений о пострадавших россиянах. Вечером 15 марта абхазские СМИ прорвало наконец. После того, как журналистка телеграм-канала Ая-Шара разместила вот это видео. Константин Белозеров был доставлен в 4-ю городскую больницу города Сочи вчера. Ему была проведена операция. Состояние его врачи оценивают как очень тяжелое. Если говорить простыми словами, то сейчас речь идет о том, выживет ли он вообще, потому что у него крайне большая кровопотеря и очень серьезные повреждения. Врачи Сочинской городской больницы после операции не дают никаких прогнозов. Они говорят, что сейчас нужно только молиться о том, чтобы он выжил, и далее, если все получится, то будет долгая, длительная реабилитация. За все это время, с 13 марта, то есть за несколько дней, ни Минздрав Абхазии, ни МВД Абхазии не сделали ни одного заявления по факту случившегося. И более того, Константина Белозерова в 4-ю больницу города Сочи доставили, указав в документах о том, что он напоролся на металлический штырь. Но российские врачи даже при первом беглом осмотре сразу установили, что это было огнестрельное ранение, и тем более такие тяжелые повреждения просто получить от металлического штыря молодой человек не смог бы. У него, как я говорила ранее, диагностирована большая кровопотеря. И все это случилось именно в тот момент, предполагают российские доктора, когда его с одной больницы города Гагры перевозили в Сухум, перевозили из отделения в отделение, пытаясь спрятать следы произошедшего. Ведь по имеющейся у нас информации в произошедшем с Константином Белозеровым в Гагре, с этой стрельбой связан непосредственно глава администрации Гагарского района Юрий Хагуш и его ближайшее окружение. Вскоре сразу в нескольких телеграм-каналах было опубликовано заявление общественных и политических организаций. Мы, представители общественных и политических организаций, выражаем глубокую обеспокоенность в связи с вопиющим инцидентом, произошедшим 13 марта 2025 года в городе Гагра, а также с последующим замалчиванием данного преступления со стороны руководства МВД Республики Абхазия. Мы не можем не отметить, что в период избирательной кампании искусственно нагнеталась истерия об антироссийских настроениях в обществе. Теперь, после выборов, данный случай становится проверкой для руководства страны. Действительно ли в Абхазии закон един для всех, или же избранным позволено совершать тяжкие преступления, оставаясь безнаказанными? Мы требуем от правоохранительных органов немедленного расследования случившегося, прозрачности в освещении обстоятельств нападения и четких ответов от всех ответственных структур. Абхазское общество должно видеть,
что власть не будет покрывать преступления, независимо от того, кто их совершает. Отсутствие реакции на этот случай будет воспринято как продолжение политики двойных стандартов, что чревато дальнейшей полной утратой доверия граждан к государственным институтам. Тем временем абхазские соцсети начали бурлить, но что, Юрию Хагуш и в этот раз все с рук сойдет? И я вспомнил, что только за пару предвыборных месяцев действительно эта фамилия всплывала неоднократно. Посмотрите, вот этих людей Хагуш вызывал лично на разговор, после чего их избивали, да еще и их родственников потом запугивали. Юра Хагуш подъезжает, и 2 минуты ребята подъезжают за ним. Выходят с машины, мне мое голосовое, то, что я вчера отправлял, там ответ на одно сообщение, и мне там дают его слушать. Я говорю, ты зачем мне это даешь, я это знаю, что я говорил. Я ничего плохого не говорил. Дайте объясниться. И люди не стали вообще слушать. И начали, пошла рукоприкладство. Сегодня я, мои друзья и братья поддерживают в сторону от Гура Арзумба. После этого со мной хотели поговорить Юра Хагуш и его братья. Когда я приехал на разговор, меня посадили в машину, спросили, агитировал ли я за Гура Арзумба. После того, как я ответил «да», меня ударили. Юра Хагуш позвал меня с машины, говорит, все нормально, но остался недовольным своим выбором. Сейчас у меня хорошо, у меня все нормально, я нахожусь со своими друзьями. Несмотря на угрозы, эти ролики тогда были опубликованы в сети. Возмущенные жители города Гагра собрались возле городской администрации, требуя немедленной отставки Юрия Хагуш. Повторяю, все это происходило в самый разгар выборов. Волнение после личного обращения Бадра Гунба в тот раз замяли. Бадра Гунба обещал разобраться с ситуацией в кратчайшие сроки. И вот, как говорится, не прошло и полмесяца. Новая ситуация. Что ж, мяч на стороне новой администрации Абхазии. Все ждут, каким будет ответ.